городском музее прошла презентация очередной книги Эдельберта Поля. В книге истории, связанные со строительством города, завода, работы различных учреждений. Сегодня у нас очень приятное событие. Сегодня мы вам презентуем очередную нашу книгу, к которой приложили свои руки, несколько, людей, организаций, можно так сказать, и самое главное, которые вложились сюда финансово. Все материалы здесь, собрал Адельберт Поль. Но материалы здесь использованы из нашей прошлой книги «Как молоды мы были». Он использовал газетные статьи. У меня созрела мысль, такая идея написать книгу. Во-первых, дата 70 лет заводу. Как-то просто не мог безразлично среагировать на это и задался целью, что надо что-то, какой-то материал собрать. Еще мне это повезло и укрепило, как говорится, мою идею. Знакомство с семьей первого директора Гукова Федора Яковлевича, с семьей его дочери. Это в 2014 году, 19 сентября это случилось. Как раз в этот день это было открытие мемориальной доски. Это Гукову на доме 5 на улице Румянцева. А вам? Вот мы возьмем и передадим. Вот, да, это для вас. Гоголь виноват. Спасибо. Да. Алла, это не первая книга Адельберга. Надеемся, что и не последняя. О чем эта книга? Эта книга, конечно, по истории силами. Единственное, здесь добавлено очень много историй таких наших учреждений, как милиция, полиция, порт, завод, и, конечно, отдельные цеха городские, заводские. Дело в том, что в этой книге очень много фотографий, которые сделал сам Адельберт Поль, и это очень ценно. В книге, конечно, очень много статей, которые повторяются из нашей предыдущей книги «Как молоды мы были», и статьи из газеты. Но это хороший, можно даже хороший сборник материалов по истории культуры. Наверное, эта книга обогатит музейный фонд. Еще бы, конечно. Это, во-первых, это очень сократило наше время. В принципе, это музейщиков работа. Но Адельберг сделал нам такую большую услугу. Он сделал это сам, собрал вместе всю информацию, можно сказать, почти всю информацию по истории, которой нам, наверное, не хватало. Будем надеяться, что он еще что-нибудь напишет, так, по истории нашего города, и музейный фонд обогатится еще одной его книгой. Будем надеяться. Будем надеяться. Очень, нам бы этого очень хотелось. В этом году молодежному центру «Улей» исполняется 65 лет. В этой связи была открыта выставка 5 экспозиций. Студии кукол, работы Эдуарда Зенчика, Зинаиды Шиловой, студентов Силомяевского училища и выставка эскизов лого к юбилею Улья. Полина, Анастасия, ваши экспонаты съедобные.
Из чего же они сделаны? Ну, в основном наши экспонаты сделаны из сухих ингредиентов, таких как тесто, соленое и из пепаркока. Также с большим количеством использования сахара, соли, из мастики, из марципана, с использованием глазури и также мучных изделий, таких как макароны и крупы. Вы заявили о том, что на выставке будут марципаны. Я люблю марципан с детских лет. Настя, где же марципан? Да, но, к сожалению, некоторые экспонаты настолько хрупкие, что их невозможно поднять даже второй или третий раз. И мы просто не могли рисковать, что очень красивые работы пропали. Закончатся праздники, вы сядете за стол с чайком и съедите эти экспонаты. Так, Полина? Сомневаюсь, так как многие экспонаты мы оставляем на следующие года, чтобы показать их более младшим курсам, чтобы также показать их на новых выставках. Так что работы остаются, как правило. Особенно яркая экспозиция работ известного художника Эдуарда Зенчика. Эдуард, в твоей мастерской я уже, наверное, сбился, сколько работ находится сейчас, сколько работ находится в различных коллекциях у частных людей, в музеях, в выставочных залах. Послушай, 365 дней в году, 365 работ в году, так? Ну, конечно же, нет, и никто не меряет работы количеством. Главное качество. Но если все посчитать, то уже более 2000. И если брать вообще маленькие наброски, то там и больше 3000 можно насчитать. Но суть такая, что главное получить удовлетворение и от процесса, и от самой работы. Вот я не считаю там, что 365 картин в году. Главное получить высшее понимание. Откуда черпаешь вдохновение? Вдохновение, естественно, это идет от Бога, а сам я просто стараюсь делать все наилучшим образом. Вдохновение в художнике живет постоянно. Если ты трудишься и постоянно, ежедневно стараешься себя реализовать, то оно приходит. Даже если вот бывают такие моменты, я не хочу работать, но я иду, начинаю трудиться, и через час-другой вдохновение просто просыпается, и ты даже удивляешься, как будто не ты двигаешь рукой, а как будто какое-то волшебство происходит. И потом работа получается настолько удивительная, что ты сам удивляешься. Знакомое чувство? Я такого не мог сделать, это не я. Это вот и есть творческий процесс. Поэтому вдохновение, оно живет в сердце. Главное его пробудить. Послушай, а художником нужно родиться или художником можно стать? Ну, как и любым другим профессионалам, естественно, можно стать. Талант – это 5-10%, остальное все труд, и поэтому в любой области ты можешь добиться успеха. Все люди талантливы на самом деле, просто надо очень много трудиться. Я не ожидал такого ответа. Я думал, ты скажешь, что действительно художником нужно родиться, потом получить образование, ну, повысить свой, так скажем, качественный уровень, а ты сказал, что художником можно стать, не обязательно им рождаться. Я и есть тот пример. Я стал художником. Я же не родился с кисточкой в руках, с холстом. Я в один момент... Конечно, я в детстве любил рисовать. Залезал под стол по 4 часа, там брал разные фломастеры, менял листочек за листочком. Родители очень счастливы были, что вечная тишина, никто на мозг не капает. И я с детства любил это занятие. Но
Художником я реально решил стать в 17 лет. Я просто прочитал книгу «Как формировать события своей жизни». Там говорится, любое желание исполняется. И я просто беру и говорю, я буду художником, и я стал им. Вот твое трудолюбие идет, наверное, от того, что ты по советским меркам мастер спорта по плаванию. Для того, чтобы стать мастером спорта по плаванию, нужно применить к этому огромное усилие, труд и усердие. Но я желаю тебе божественного, так скажем, наполнения твоей души и творчества. Еще бы, конечно. Это, во-первых, это очень сократило наше время. В принципе, это музейщиков работа. Но Адальберг сделал нам такую большую услугу. Он сделал это сам, собрал вместе всю информацию, ну, можно сказать, почти всю информацию по истории, которой нам, наверное, не хватало. Ну, будем надеяться, что он еще что-нибудь напишет, так, по истории нашего города, и музейный фонд обогатится еще одной его книгой. Будем надеяться. Будем надеяться. Очень нам бы этого очень хотелось. Коротко, коротко. Тихо. Так, Леша, куда ломим? Секундочку, внимание. Можно. Алла, а что отличает работу Зенчика от работ других художников? Во-первых, работы каждого художника отличаются всегда от других, потому что это свой стиль, своя манера и свое мировоззрение. У Зенчика в том числе. Знаете, как у нас говорили после института, забудьте все, о чем учили, и начинайте свое. Он нашел свой стиль, он нашел свою философию, и он говорит о ней. Он очень хорошо изучил технику письма живописного, и вот эти его прекрасные изюминки, которыми он пользуется в каждой своей работе, это очень здорово. И, конечно, мы очень гордимся и рады, и что у нас есть такой художник в городе. Городская библиотека, кроме основной деятельности, предоставляет горожанам различные услуги. Добрый день, уважаемые гости и жители нашего города. Городская библиотека рада приветствовать вас. Что такое библиотека сегодня? В первую очередь, конечно же, фонд, а он у нас очень богатый и продолжает ежегодно пополняться. Например, в течение только прошлого года в библиотеку поступило почти 6 тысяч новых книг разных серий, на любой вкус, а также аудиокниги и DVD-фильмы. В читальном зале вас ждет периодика, более 150 наименований. Это интересные и полезные журналы о здоровье, на тему садоводства, по рукоделию. Это последние новости политики и спорта, литературные журналы. Их можно читать и в зале, и взять домой. Кроме этого, в читальном зале библиотеки предоставляет услуги ксерокопирования, сканирования документов, которые при необходимости можно отправить на электронную почту абонента. Есть у нас также доступ в специальную правовую базу Estlex, где вы можете найти законы Эстонской Республики как на русском, так и на эстонском языках. При этом при переводе на русский язык соблюдается точность, и эти переводы постоянно обновляются. Для пользователей библиотеки эта услуга бесплатная, так же, как и пользование интернетом. Кроме этого, у нас действуют бесплатные интернет-курсы, где любой желающий может пройти обучение начальным навыкам пользования компьютером. Для того, чтобы записаться на обучение, надо или прийти в зал городской библиотеки, или можно позвонить по телефону 39 24 635.
Много полезной информации вы можете найти также на сайте библиотеки. Кроме архива и анонса мероприятий, здесь размещается, например, электронный каталог, где вы всегда можете посмотреть, есть ли в библиотеке книга, которая вам необходима. На сайте есть также очень интересный раздел «Краеведение». В этом разделе собирается информация об истории, архитектуре и людях города, информация о городских культурных, образовательных и спортивных учреждениях. Большая просьба к жителям Силамяя. Если вам есть что рассказать о себе, о своих родителях, о бабушках, дедушках. Если у вас есть домашние фотоархивы, которые связаны с нашим городом, то, пожалуйста, приходите в библиотеку. Мы запишем ваши воспоминания, отсканируем и вернем обратно ваши архивы. И история вашей семьи станет частью общей городской истории. Для учащихся любого возраста и дошкольников в библиотеке проводятся разные познавательные экскурсии, где помимо знакомств с фондами и выставками мы путешествуем в историю библиотечной работы. Для этого у нас есть небольшая музейная комната. Приходите к нам, следите за нашей рекламой на городском сайте, на сайте библиотеки, в городской газете. Целый год мы с вами. До встречи в библиотеке. – 2017 год начался и для нас очень деятельно, и уже в январе пройдет ряд мероприятий, организованный при поддержке музыкальной школы. 13 января, в пятницу, ансамбль джазового отделения «Лембит» украсит своим выступлением ежегодный прием министра Индры Касара в Ефесском концертном доме. 16 января, в понедельник, известный эстонский джазовый пианист, магистрант Манхэттенской Нью-Йоркской школы музыки Хольгер Марьяма проведет мастер-класс на тему «Музыка госпела», в котором расскажет об истории и современном развитии этого музыкального стиля. Начало в 17:00 в зале музыкальной школы. Вход свободный, приглашаются все желающие. В субботу, 21 января в 11 утра пройдет первый урок цикла «В музыку с радостью», где мы ожидаем наших маленьких слушателей. Ждем ребят вместе с родителями, чтобы познакомить их с теми инструментами, на которых можно учиться в нашей школе, а также специальностями, которые можно у нас освоить. Во время этого урока мы также расскажем ребятам о таких интересных предметах, как сольфеджио, музыкальная литература, гармония. А вечером, 21 января в субботу, пройдет первое в этом году заседание Вовка-клуба. В нем примет участие джазовый ансамбль «Гурме-дуо», в составе которого певица и пианистка Иветта Усталу и контрабасист Тынис Тюр. Ансамбль был основан в 2010 году и за это время успел дать более 400 концертов, в том числе на таких фестивалях, как «Джаз-кар» и Московский фестиваль вокального джаза. Билеты продаются в кассе Центра культуры. Цена полного билета 5 евро, билет со скидкой стоит 3 евро. Скидка действует для пенсионеров, учащихся, учителей, а также членов Джазового союза Эстонии. Кристина, ну сколько ты занимаешься футболом? Уже 3 года. Мне очень он нравится, этот спорт, потому что он очень спортивный, там очень много бегают, и мне он нравится. Я хожу в футбол 3,5 года, мне он нравится. Я хожу в футбол 2 года, мне он очень нравится. Я хожу на футбол 3 года, это очень точно.
Почему ты играешь в футбол? Потому что я его люблю и хожу на него 3,5 года. Я занимаюсь футболом, потому что мне он очень нравится. Потому что футбол очень полезен. И для него нужно очень много ума. Я хожу в футбол 2-й год. Он мне очень нравится. Я хожу в футбол 3 года, мне он очень нравится. Я хожу в футбол 6 лет, и мне он очень нравится. А почему же вы выбрали именно эту секцию? Потому что тут очень много надо бегать. Тут очень интересно и занятельно. Тут много детей. Ну, сегодня прошла открытая тренировка клуба «Дина», в котором принимали участие и маленькие дети, и постарше. И мы передаем нашу эстафету по футзалу дальше клубам «Авгур», «Арарат» и теми, кто занимается детьми. Спасибо команде «Космос» за начало эстафеты и дальнейших успехов. Любите футбол! Уважаемые родители, мамы, папы, дедушки, уважаемые дети, кто хочет заниматься футболом и интересно ему это, мы приглашаем, футбольный клуб «Дина» приглашает на тренировки вас в зал, летом мы занимаемся на улице, приходите, у нас много детей, взрослая команда успешно играет, ждем вас на футболе.